В Ингушетии до 2030 года осуществляются 5 прорывных проектов на общую сумму 22,3 миллиарда рублей в различных сферах, таких как туризм, IT-индустрия, экология, промышленность и сельское хозяйство, включающие в себя 11 подпроектов. Реализация этих проектов позволит создать около 1000 новых рабочих мест для жителей республики и решить важные социально-экономические задачи. В рамках прорывных проектов достигнуты все цели роста. Например, одним из таких проектов было открытие IT-отеля в Магасе 28 сентября в честь столетия образования государственности Республики Ингушетия. Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда проведет онлайн-обучение региональной команды по инструментам повышения производительности труда в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Обучающая программа продлится 3 дня и будет проведена с 8 по 10 октября 2024 года. Целевая аудитория включает в себя руководителей и сотрудников органов исполнительной власти. В 2023 году 16 человек прошли обучение и получили сертификаты в рамках данного проекта. А в этот раз планируется участие 18-20 человек в одной команде. В понедельник, 30 сентября, правительство России представило в Государственную Думу прогноз социально-экономического развития России в рамках законопроектов о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. За последние 2 года российская экономика сталкивалась с уникальным санкционным давлением. Тем не менее, Российской Федерации удалось сохранить высокие темпы экономического роста и превзойти другие крупные развитые страны. В настоящее время Россия входит в число крупнейших мировых экономик, что подтверждает эффективность принятых антикризисных мер. Согласно базовому прогнозу, рост ВВП страны составит 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026 году и 2,8% в 2027 году. В августе 2024 года в Ингушетии наблюдалось увеличение годовой инфляции до 9,7%. Этот показатель ниже, чем в Северокавказском округе, но выше, чем в целом по России. Основные причины ускорения инфляции включают перенос повышенных издержек производителей и поставщиков продовольствия на цены, а также увеличение спроса на определенные услуги. В августе цены на некоторые овощи, такие как картофель, лук и капуста, снизились по сравнению с июлем, хотя это снижение было менее значительным, чем в предыдущем году. В то же время цены на помидоры и огурцы увеличились, несмотря на то, что традиционно в августе они становятся дешевле. Это связано с ростом расходов сельскохозяйственных предприятий на семена, удобрения и логистику, а также с аномальной жарой, которая сократила предложение некоторых овощей на рынке. Многие производители продуктов питания столкнулись с нехваткой рабочей силы, что привело к увеличению затрат на оплату труда и, соответственно, к повышению цен на продукцию. Это отразилось на ценах молочной продукции, такой как молоко, сметана, творог и сливочное масло, которые подорожали в годовом выражении. Цены на услуги также увеличились, особенно на аренду квартиры из-за роста цен на недвижимость в период действия льготной ипотеки. В то же время цены на непродовольственные товары росли медленнее, например, на строительные материалы, такие как цемент и кирпич. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.